Сегодня у нас в рамках клуба любителей истории и культуры Чувашии очередная лекция, посвященная жизни и творчеству Василия Ивановича Чапаева. Хотя Чапаев наш земляк, но мы о нем знаем совсем мало. И поэтому мы сегодня пригласили на нашу лекцию заслуженного работника культуры Чувашской Республики, старшего научного сотрудника музея имени Василия Ивановича Чапаева Пархченкову Валентину Ивановну. Валентина, пожалуйста, вам слово. Я поняла, что это люди, которые безумно любят Чапаева, оторвали свое личное время и пришли сюда для того, чтобы познакомиться с ним. Я думаю, что вы о нем много читали, много знаете. Но сейчас мы с вами поговорим на эту тему. Может быть, у вас возникнут какие-то удивительные вопросы, которых действительно сейчас накапливается очень много. Как посмотришь интернет, так караул. Как прочитаешь новую публикацию, волосы дыбом стоят, или еще что-нибудь. Так? Или все нравится? Ну что ж, давайте с вами сегодня побеседуем. Очень приятно, что здесь люди, которые хорошо знают историю. Дело вот в чем. Ну, наверное, так люди пришли к этому мнению. Я всю жизнь занимаюсь Василием Ивановичем Чапаевым в биографии. Всю жизнь. Если даже для смеха, я вам хочу сказать, гадалки гадают и говорят: ой, Валентина Ивановна, возле вас всегда генерал какой-то. Я говорю: какой генерал? Генерал рядом нет, не плачет. Потом до меня дошло, я говорю: так это же Василий Иванович Чапаев, я же всю жизнь с ним работаю, он всю жизнь меня сопровождает. Так и есть. Этот генерал всю жизнь со мной. Мы даже с ним беседуем, когда необходимо решить какие-то вопросы. И представьте себе, помогает. Но это шутка, в которой всегда говорят, есть доля правды. Исполняется Чапаеву 130 лет. Ну, исполнилось, да, даты идут, сейчас все еще этот год весь будет под юбилейные, все будут, значит, говорить об этом, об этой дате. Очень много публикаций, очень много всего интересного. Но я хочу сказать, что не всему надо верить. Прожил-то Василий Иванович Чапаев всего-навсего 32 года. До 33 там немножечко не дотянул. Чуть-чуть до возраста Христа не дотянул. Удивительный человек. Я просто сейчас не знаю ваш уровень подготовки, но некоторых я предполагаю, какой уровень, что вы читали об этом удивительном человеке. Вот просто единственное хочу сказать. Это, пожалуй, единственный человек, который имеет звание, ну, такое, народное. Народный полководец, народный герой. Везде, где вы хотите, вы будете встречать это звание. Кому еще, кому вы можете представить слово народный? Артист может, а герой нет. Так вот, Василий Иванович Чапаев народный герой. Вот его судьба, его жизнь, она привлекает не только нас, она привлекает и людей других национальностей. Тех людей, которые в других странах живут. Ну, если об этом говорит тот факт, когда впервые появились китайцы у нас в гостях, до этого не было их, приехала большая делегация военных, они все одинаковые, в одинаковых формах. И вы знаете, для них Чапаев народный герой. Их народный герой. Ну, извините, сколько китайцев живет на свете? 1,5 миллиарда почти. Все, больше ничего не надо говорить. Приплюсуйте, пожалуйста. Значит, во Вьетнаме он народный герой, на Кубе народный герой. Ну и, естественно, Россия, пусть не все, но тоже несколько так десятков миллионов добавится. Вот чем взял этот человек? Сейчас будем говорить о фильме, да? Фильм, мол, сыграл большую роль. Вот вы знаете, один великий тоже когда-то герой гражданской войны, сейчас никто не вспоминает о нем. Он говорил так: что Чапаев? Ну что такое Чапаев? Он всего-навсего командир дивизии. Ну всего-навсего. А я командир армии, командующий. Вот если бы обо мне книгу написали,
Вот если бы обо мне поставили фильм, обо мне бы только и говорили. Это кто говорил, извините? Не буду говорить. Ученые, наверное? Нет. Нет, Сделали знаете, фильм. что Один из выдающихся писателей написал о нем книгу. Он даже снялся в фильме о себе, чуть-чуть там немножечко, не главного героя. Никто не знает. Никто не знает об этом человеке, знаю я. Но, понимаете, дело вот в чем. Здесь что-то другое. Вот эта притягательность человеческая, что-то другое. Он лег на душу нашего народа, независимо от национальности. Вот, понимаете, все его поступки, все его, значит, скажем, внутреннее состояние, внутреннее содержание, все легло на нашу душу. И в первое время люди сравнивали себя с Чапаевым. Мы в детстве играли в Чапаева. Я девчонкой была, я играла в Чапаева. Никогда в жизни не думала, что я на всю жизнь буду связана с этим человеком. Но и мы играли в Чапаева. Я была Чапаева, девочка. Вы представляете, мальчишки играли в Чапаева. Мы все играли в Чапаева. По улицам носились куртки, тут что-то завяжешь себе, застегнешь, и бурки у нас были. И мы радовались этому. Мы смотрели этот фильм 100 раз. 100 раз. Уже знали наизусть. Ну, мы-то, ладно, мы работники так, музея Чапаева, поэтому спину видим нужно его. И так вдоль и поперек, и современные фильмы документальные все на свете, что только есть. Но в нем что-то такое необычное. Конечно, привнес в это необычное и Бабочкин. Конечно, потому что сам облик для нас сначала был недоступен, Чапаевский. И Бабочкин сумел, благодаря своим гримерам, создать вот этот удивительный образ самого Чапаева. Мы его видим, усы знаменитые, красивые усы, красиво подкрученные, необычные, хорошо ухоженные. Дальше мы его видим обязательно в папахе, заломленной назад. Мы его видим в бурке, но если не в бурке, то в гимнастерке. Но мы еще с вами, может быть, многие, кто интересовался, ни разу в жизни не читал дневники Фурманова, если начинает верить всевозможным другим печатным изданиям по поводу отношений Чапаева и Фурманова. Просто возьмите в библиотеке и почитайте эти дневники. Фурманов пишет очень хорошо, очень заразительно и раскрывает его подлинное отношение к этому человеку. Следовательно, он не мог написать что-то не так. Это дневник, и вы в любом случае никому не врете. По крайней мере, из того, что там написано, вы увидите правду настоящую. Вот удивительно. Я, когда, значит, читала лекции по дневникам, не просто читала, а дневники Фурманова, то люди говорили, надо же, мы, говорит, совсем по-другому все представляли. Вот в кино не так, книги не так, самого Фурманова книги. А представьте себе, в дневниках он совсем другой. Он человек, человечище. Казалось, обычный крестьянский сын, обычной семьи, в какой-то глубинке, которой гражданской войны-то не было. Какая гражданская война? В душах была здесь у нас. А дальше-то не было. 2 боя, Крепков погиб и 16 красноармейцев на Тюрлине. Все. Но представьте себе, здесь, в этой глубинке, казалось, родился какой-то молодой человек, который образования-то нет. Спорный это вопрос насчет образования. Но мы склонны, как музейные работники, доверять документам. А в анкетном листе, заполненном при поступлении в Академию Генштаба и его личном деле, в пункте об образовании написано «Самоучка». Хотите, ищите учителей, хотите, ищите тех одноклассников, которые с ним вместе учились, но сам Чапаев своей рукой пишет
Самоучка. Да, может быть, он бегал. 2 класса не было? Нет. А школа же, вы будете говорить, школа? Самоучка. Школа у нас была. Но потом Нестеров Валерьян Алексеевич доказал, что школа была, во-первых, в которой якобы учился Чапаев напротив, не на том месте, где она стояла возле кинотеатра Родина, если кто помнит, да, местечко это, а совсем на другой стороне. Эта школа была построена намного позже. Вот. Она стояла на том месте, где когда-то была фотография, где ворота въездные. Да, вот это было там, да, якобы. И то она сгорела, и Чапаев там не успел поучиться. Ну, как у нас бывает иногда. Надо проверить, жареный факт, надо проверить, а школа-то тут была, и учитель был, а учитель учил, уже старенький был, учил много людей. Ему сказали, вот мальчишка вот такой вот там то-то, то-то. Он вспомнил. Так ведь? Вот. Здание мы, конечно, храним. Кто знает? На всякий случай. Но школа была на другом месте. Бегал? Да, некоторые говорят, бегал. Одну зиму. Кто успел схватить лапти, кто-то побежал из 9 человек детей. А кто не успел, сидел дома, в холодах. То есть учиться-то было некуда. Это было здесь. Уехал, точная дата, где-то 95-й, 96-й год. 97-й нет. Уже, хотя ставили раньше, что в 97-м году, в 1897, нет, 96-й, 95-й, где-то вот в этом месте. Время он уехал отсюда всей семьей. Ну, здесь связано еще это с тем, что ой, здесь столько много вопросов. Вот мы знаем, что Чапаев уехал, мы знаем, что дом, мы знаем, отец плотник, прекрасное здание было построено, что на наше счастье великое оно сохранено. Конечно, не полностью. Люди приходят, сохранили, не может быть вот все там. Конечно, не полностью. Конечно, отреставрированы. Конечно, некоторые бревна гнилые убраны. Не будем же мы их оставлять, чтобы они дальше развивались. Конечно, но есть такой закон в реставрации. Если 2/3 сохранилось, то считается подлинным. Дом сохранился. Там сразу видно, где старые бревнышки, где бревнышки отреставрированные. То есть после сделки. Отец был плотник, знал свойства сосны, которую нужно сохранить, чтобы она долго стояла. Это каменная сосна образуется, которую вы столетиями не сможете сгноить. Там несколько бревен подобного типа. В этом доме, в котором была семья Чапаевых. Домик перевозился. Не был он здесь, никто из нас уже не помнит, где он стоял в деревне Будаева. Приходят люди, ой, я там жил, я там видел, я там все. Неправда. По той причине, что он в 909 году был оттуда вывезен. В соседнюю деревню, Кнутиха. Потом из Кнутихи был перевезен в другую, потом Самуково, потом Тахмеево. А с Тахмеева мы уже его забрали сюда и поставили в сквере, в Чапаево, рядышком в мемориальном комплексе. Вот вам дом, история, судьба дома. То есть, читать. Ну, конечно, мы же пишем, мы же тоже сообщаем то, что надо. Так что дом этот существует настоящий. Правда, сейчас опять его надо реставрировать, но прошло тоже приличное. В 86-м поставили, считайте, 31 год уже дом стоит. И этот уже реставрированный, значит, надо снова его, следить надо за ним, иначе мы не сохраним. И вдруг звонят из Мордовии. А Чапаев наш. Я говорю, вы знаете, у лейтенанта Шмидта было очень много детей. Вот так у Чапаева очень много, значит, национальностей, очень много мест рождения. Дело в том, что Иван Семенович Кутяков, боевой соратник Чапаева, может быть, кто-то читал, интересовался, это удивительный человек, владеющий 5 орденами Красного Знамени, награжденный, боевых. У нас был больше только у Буденного, ну, вместе с наградными, знаете, это юбилейными вместе. А у него 5 боевых орденов Красного Знамени, вообще потрясающая личность. Вот, он мордвин. Когда разговаривали, он тогда помоложе был, лишний этот душ-то, видимо, не открывали, но этот волжанин тут вроде где-то тоже с Верховьев вместе рядышком где-то живут.
И он сообщил о том, что писал в первых своих книгах, что Чапаев мордвин. Так, до сих пор министры тоже думают, хотят вернуть Чапаева к себе. Но, к сожалению, к их сожалению, к нашему счастью, это не так. Потому что у нас есть подлинные документы, вы все прекрасно это знаете. У нас есть метрическая запись о рождении Чапаева. Спасибо Валерьяну Алексеевичу Нестерову, который много лет занимался тоже родословной семьи Чапаевых. Так вот, этот удивительный человек нашел документы, подтверждающие, что они владели здесь землей, что когда уезжали отсюда, оставили эту землю старшему брату Алексею Степановичу, Ивану Степановичу, отец Чапаева, что эта земля, пока числилась здесь, за ними следили Чебоксарское волостное управление, за всей семьей, хотя те жили в Балаково. Так было принято. Лучше паспорта была земля. Если вы на этой земле живете, вы за ней числитесь. Даже если вы уехали, за вами будут следить до тех пор Чебоксарское волостное управление, до тех пор, пока эта земля будет числиться. Продали, все, вас оставили, начинает следить уже за тем человеком, у кого этот кусочек земли. Ну, так принято раньше было, по земле считали. Вот эти документы у нас все есть. Даже балаковцы, которые все время настаивали на том, что Чапаев там родился, недавно, но большой период жизни там прошел, удивительный период, начиная от детства и, значит, до большого периода, до 20 с лишним лет. Так вот, я хочу сказать, с Балаково связаны они были. Так вот, как бы там ни было, у нас доказано, что Чапаев отсюда родом. Ну, вопросы, конечно, сомнения до сих пор у многих людей, которые, может быть, поверхностно так схватили, какой-то документ прочитали и не исследовали, может быть, где-то еще возникли неожиданно как-то. Но я хочу сказать, что это доказано. Я специально пришла показать эту книжечку, если вам интересно, откуда родом семья Чапаева. Это Суриховская, может быть, здесь в библиотеке даже она есть, и давно очень издавалась эта книжечка, журналы, называется «Дружба». Кто-то, может быть, слышал такие журналы, у нас издавались когда-то, вот такого типа. Вы знаете такое, да? Вот здесь родословная. Это Нестеров как раз просматривает всю эту родословную, от и до, начиная, всех жителей Буданьки, начиная с 16 века. 1551 год, крепость Чебоксар, вернее, присоединение, дальше 55-й крепость Чебоксар. Здесь, значит, стрельцы населены. Чтобы их удержать на этой территории, что делается? Как удержать можно? Дать землю вокруг. У людей, наверное, часто вот у любителей истории возникает такое, это, почему здесь вокруг Чебоксар сплошь русские деревни, да? Кнутиха, Гремячево, Кошкина, Лакреиха и так далее, и так далее. Это как раз надельные земли вот этих стрельцов, чтобы их здесь удержать, чтобы они не сбежали отсюда, с крепости. Им давали здесь отрезные земли. А они вывозили своих крестьян на эти земли. Поэтому здесь много нижегородских. Нижний Новгород и территория вся эта была заселена густо. И отсюда, значит, если я там живу, я беру крестьян своих и вывожу на это место, и они здесь закрепляются. Вот так формировалась территория вокруг крепости Чебоксар. Поэтому о национальности здесь очень сложно решать вопросы, но в основном основная часть была великороссы, русские. Вот эта территория. Но потом, конечно, появились новые деревни, и уже появились, чуваши стали выходить из-за лесов, значит, более, ну, чтобы войны не наступать и так далее, и так далее. Они, значит, начинают заселять тоже эту территорию, между собой перекрещиваются. Поэтому в семье Чапаевых вот прямое родства Чапаева, скажем, с чувашами нет. Но дед его второй раз женился на чувашах.
Значит, получается не родная бабушка Чувашка, но самое интересное другое. Кто-нибудь видел фотографию Андрея, сына старшего, значит, получается, от второй жены, от деда Чапаева? Так вот, кто-нибудь видел эту фотографию? Ну, приходите к нам в музей посмотреть. Это точная копия Василия Ивановича Чапаева. Это его дядя, получается, Андрей. Точная копия по портрету Василия Ивановича Чапаева. И история его судьбы интересная. Он великолепно пел. Уехали они отсюда. Когда случилась такая ситуация, часть уехала в Сибирь Чапаевых. Алексей Степанович уехал со своей семьей в Сибирь. Василий Иванович уехали в Балаково. Вот. Иван Степанович, значит, затем умирает. И вот здесь остается этот дом, остается чувашской бабушки, как они ее звали, чувашской бабушки. Она удивительная женщина была. Вот. И когда происходит такая ситуация, все распадаются, они уезжают потом в Казань и уже пошли туда дальше. Волгоград, Михаил, старший брат, там тоже жил в то время. И оттуда поехали в ту сторону. Кстати, с этой линии, с чувашской, там кто-то вышли замуж за дворянина. Фамилия Дурнова. Мы разыскивали ее, пока не нашли. Нашли одну линию, другую. Дурновых было много, линия с Толстым связана. Но это не так. А вот эту пока мы никак разыскать не можем. Эту линию дворян Дурнова, которые идут, связаны с дедом Василия Ивановича Чапаева. Это тоже очень интересное исследование. Можно провести, поискать. Но не та линия, еще раз предупреждаю, пойдете не по той линии, вы пойдете по линии Толстого, дворянской линии. То есть вот это очень интересное, значит, исследование, которое связано с именем Василия Ивановича Чапаева. Но талант у него был. Вы знаете, какой талант, вы все знаете. Прекрасно вы изучаете Чапаева. Читали много о нем. Какой талант у Чапаева был вслух? Военный. Вот представьте себе, каждый человек, каждый имеет свой талант. Хороший человек – это тоже талант. Но у Чапаева был военный талант. Вот книга есть, я не принесла, потому что, наверное, здесь есть. Мой неизвестный Чапаев, Евгения Артуровна написала Чапаева, правнучка Василия Ивановича Чапаева. Конечно, это книга художественная, там часть художественная есть, особенно вступительная, там много всего такого, не очень, скажем, можно было бы, легенда семейная. Бабушка якобы рассказывала, якобы кто-то, все, 5-10. Но как бы там ни было, они же что пишут? Когда он родился, ну, это от Суворова, когда он родился, Суворов, когда родился, закричал сильно. Повитуха что сказала? Будет полководец. У Чапаева такая же история в легенде семейной. То когда он родился, то тоже повитуха сказала: какой, а он недоношенный родился. Какой горластый, будет военным. Уж не полководец, а военный. Значит, голос у него такой, командовать будет. Родился недоношенным. Очень часто Суворов тоже родился недоношенным. Там пишется, я книгу просто даю вам, расследование этой книги. Родился недоношенный. Сделали для того, чтобы, значит, его хорошо подрос, чтобы все это прошло, специально якобы сделали какую-то кружку, побольшую кружку, и вот Чапаева укладывали туда и в печку, чтобы тепло было недоношенных-то. Надо было как-то довести до общего такого состояния хорошего. Вот так якобы был Чапаев. Потом там есть вдруг ни с того ни с сего Чапаев, значит, он пел хорошо, говорят, но с этим пением тоже интересно. Свидетели говорят, что голос у него был хрипловатый и надтреснутый. Ну, то есть слух хороший, а пел-то вот немножечко не так. А в новом фильме документальном «Страсти» по Чапаеву, я так и пишу, это страсти есть страсти, так и не остались страстями. Вот. Там, значит, чуть ли не ходит, значит, по деревням и с шарманкой, с девушкой, и поет песни. Этого не было. Хотя
Фурманов здесь тоже наследил. Он писал листовку, когда погиб Чапаев. И в листовке написал, чтобы шарманщик бывший, который ходил по городам, он стал таким известным полководцем. В листовке есть. Но суть вот в чем. Не был он шарманщиком никаким. Ходил по городам и селам. Строил он. Отец-то строил, и Чапаев вместе с ним ходил. А там есть еще одна вещь. Забрали его учиться. Пел, в церковный хор попал, потому что один из родственников, который был в Балаково, судьба их свела, был священником. Забрали его в церковный хор. Где-то он там проштрафился, его поместили, наказали, поместили его в холодный чуланчик небольшой, и он бы там умер от холода, если бы, значит, его не спасли. Есть еще одна вещь. Вот если вы будете просматривать, то увидите, что это все откуда-то взято. Да? Есть еще одна вещь. Отец строил, значит, дома, строил церковь, строил часовню. Ну, все строил. И однажды Чапаев забрался наверх, ну, тоже строил, помогал, и вдруг оттуда упал сверху. Мать, конечно, очень расстроилась, значит, отец напугался, но ничего с ним не случилось. Он остался жив, даже не поцарапал, не поломал ничего. Ничего вам это не напоминает? Кто читал биографию Серафима Саровского? Там точно такая ситуация. Мать, отец умер, они строили где-то церковь, и все, и мать взяла на себя эту обязанность строить тоже. Серафим Саровский забрался наверх на часовню, вдруг оттуда упал. И с ним тоже ничего не случилось. Ну, там мать сказала, что для чего-то его Боженька бережет. Ну, могли бы точно так же сказать. Но есть ни одной царапины. Ходил он по городам и селам Поволжья плотничал вместе с отцом. Вот здесь немножко с Балаково связана, конечно, интересная ситуация. Там они сначала в один дом приехали, жить-то ведь негде было. Затем купили половину шатровой избы в Сиротской слободе, самой бедной слободе Балакова. Отец, ну, расплотник, подстроил там часть этой избы шатровой, и они все поселились там. Семья большая, кормиться надо. Ему не до учебы, работать пошел, в работу. А кем работал? Вот есть там такие высказывания. Половым в чайне. Затем за кусок хлеба и за тарелку бурды. Затем работал, значит, мальчиком на побегушках. Была такая должность в то время. Тоже можно было кусок хлеба заработать. Вот, отец ходит по городам и селам Поволжья, мать дома с детьми малолетними, которые еще меньше. Вот. Ну, подрастает понемножку. А талант-то пока где? Пока нет, строит. А у него другой талант. Он был краснодеревщиком. Понимаете, он выучился столярному ремеслу. Потом прекрасно. В Балаково сохранился буфет, сохранился комод, сделанный Чапаевым, с резьбой красивой. Мог бы жить припеваючи. Но начинается первая русская революция. Семья большая, с характерами. И средний брат Андрей, его казнят за выступление против царя. И что там дальше? А дальше? Идет в армию, берут сначала, а потом из армии выгоняют. Якова с бельмом на глазу. Бельма, конечно, никакого не было, потому что нужно убрать было неблагонадежных из армии. С белым билетом его возвращают. Я не думаю, что он плакал и рыдал. Глаз-то видит. Так что краснодеревщик, руки золотые, и он женится на одной из самых красивых девушек Балакова.
женится на этой девушке. Он так добивался долго ее руки. Ну что там Чапаев бедный, из бедняцкой семьи? Хорошо, значит, отец посмотрел на нее, подумал, ну если красный деревщик, то, в общем-то, семью содержать сможет. И 3 детей от этого брака. Александр, Клавдия и Аркадий. И тут война, 14-й год. Не дает ему никак собраться. 14-й год война, забирают сразу. Тут уже вопрос о неблагонадежности вообще не стоит. Забрали его в армию. Рядовым в 326-й Белгородский полк на Юго-Западный фронт приходит. И вот тут-то и раскрылся талант военный. Нет ничего, образования нет. Самоучка. Усилием воли научился читать, писать. Кончает школу унтер-офицеров. Там, понимаете, это надо еще кусочки-то такие маленькие жизненные. Если 14-й год, конец года, в январе 15-го его зачисляют на фронте. Это 15-й год. А уже в 16-м году, 11 сентября, тяжелейшее ранение. Больше он на фронте я имею в виду Первой мировой, не было. Следовательно, вот за этот небольшой кусочек 3 ранения. Ранение в руку, вернее, сначала в голову, но голову касательное ранение. Оно получается, что, ну, скажем так, быстро заживает. Слава Богу, не задело никаких важных органов. Быстро прошло. 2-е ранение в руку, 2 месяца мучился. Ну, ранение есть ранение, все равно оно будет давать еще через какой-то период. Затем ранение в левое бедро. Шрапнельная рана в левое бедро. Объяснять, что такое шрапнель? Осколочное ранение. Снаряд в шарике разрывается, очень много шариков, осколков. И вот у него было вынуто из бедра, из левого, 16 осколков. Но если об этом говорить, попробуйте 16 осколков, да? Это полностью раздробленная часть левое бедро. Но Чапаев находится сначала в госпиталях, затем его направляет 138-й запасной полк, город Николаевск, ныне город Пугачев Саратовской области. И мало кто знает, что Пугачев это имя Чапаев попросил, чтобы это имя присвоили городу, чтобы город, носящий имя царя, носил имя народного героя какого? Пугачева. Эти места связаны с Пугачевым. И он до сих пор носит имя Пугачева. Там музей прекрасный Чапаева, великолепный. Да, это война Первая мировая. Подвигов-то сколько. Вот здесь тоже, опять-таки, очень интересная ситуация. Ну, все говорят, 3 Георгиевских креста. Да, по приказу 3 Георгиевских креста. На Георгиевский крест 1-й степени приказ не найден. Но это был уже 17-й год. Это уже свершилась февральская революция. Чапаев уже на фронт не попадает, там братание идет. Он не возвращается туда, потому что очень многие были и расстреляны за это братание, и так далее, и так далее. Он туда не попадает, он в запасном полку находится. Так вот, я хочу сказать, что это тяжелейшая ситуация, тяжелейший период какой-то, связанный с его именем. Но если мы рассматривать будем дальше его жизнь, значит, я хочу сказать, что помимо того, что он здесь и ранен, здесь его авторитет растет среди солдат запасного полка. Во-первых, награда 4-й степени была. Попробуйте отрицать Чапаева. Анкетный лист у нас на руках, а в анкетном листе написано. Ну, в Академии Генерального штаба поступает врач, что ли, будет? Кавалер 4 степеней. И наградные часы от Троцкого. Чапаев пишет сам своей рукой. Мы, музейщики, склонны считать, что 4 Георгиевских креста у него действительно было. Но там надо исследовать. Там есть еще материалы дважды к ордену Георгиевскому кресту 2-й степени. Там запутались, видимо. Нельзя же так дважды делать, надо было по очереди.
Там приказ есть один раньше, значит, потом еще следующий приказ позже уже после июля 2012 года. То есть, простите, 17 года. Второй приказ. Но он пишет: кавалер 4 степеней и золотые наградные часы от Троцкого. Значит, 4 георгиевских креста и георгиевская медаль 4 степени. Но я хочу вас предостеречь: не полный георгиевский кавалер. Вы знаете, чтобы быть полным георгиевским кавалером, сколько наград надо было иметь? У нас буденный хорошо смотрится. 4 георгиевских креста и 4 георгиевских медали. Это полный георгиевский кавалер. Чапаев был кавалером всех 4 георгиевских крестов. Вот это разница. То есть и одна медаль 4 степени. Но награда настолько высокая, что даже старшие офицеры должны были отдавать честь георгиевскому кавалеру. Ну, представьте себе, идет Чапаев, 4 георгиевских креста, а генерал или там полковник тянет ножку перед ним, отдает честь. Это же тоже очень интересный факт, его биография. Ну, вы знаете, если там рассказывать, там такие подробности очень интересные. Характер раскрыт. Солдат безумно любит, его любимая книга была «Наука побеждать» Суворова Александра Васильевича. Он все время не расставался с этой книгой. А самое главное в «Науке побеждать» было что? Сохранить солдат. Они же воюют. Если какая бы операция боевая ни проходила, в первую очередь нужно думать о тех, кто совершает эту операцию, конечно, о солдатах. И поэтому там ситуация очень сложная. Он создает, значит, солдаты избирают его командиром полка после событий февральской революции и Октябрьского переворота в декабре 1917 года на гарнизонном собрании. Солдаты собираются и открытым голосованием избирают Чапаева командиром полка. Вот настолько они его любили. Понимаете, были офицеры на фронте, а они, солдаты, надеялись, Василий нас спасет. Потому что он из окружения выводил, немцев приводил пленных. Георгиевские кресты так просто не даются. Приводил и пленных, брал раненый в голову, брал в плен немецких солдат, да еще и спасал своего собственного солдата, который рядышком с ним был. Поэтому солдаты его безумно любили, безумно. Вот почему она и перешла, эта любовь, вот к нам, понимаете, потихоньку, потому что люди его любили, и солдаты. Они в нем чувствовали человека, который их может спасти. Любой солдат любит своего командира, который о нем заботится. Вот таким был Чапаев. Создает свои первые отряды, которые впоследствии становятся один Пугачевским полком, другой полком Степана Разина. Это боевые события. И фразы, где Чапаев, там победа. Это не потом придуманная, а это именно в то время придуманная фраза. О нем ходили такие легенды по тем временам. Ну вот представьте себе, идет бой. Я деткам рассказываю, чтобы интересно было. Окопы. Чапаев любил воевать не так сразу, всем скопом, силы бойцов разбить. Ничего подобного, нужно людей сохранить. Он вот так вот зачеркивает все схемки командующего и сам разрабатывает эти операции, где как можно меньше погибает бойцов. Представляете? Какое отношение командующего будет к нему, если вы разрабатываете, вернее, операцию, стараетесь ему дать, а он вот так вот почитает, ага, здесь гибнет больше бойцов, а я должен сделать так, чтобы их меньше. И свой план. И обидеться нельзя, потому что он победил. Нет у него поражения. И обидеться нельзя. И обижаешься, потому что тебя-то не считают за человека, получается, командующего. А ты делаешь, что хочешь. Вот такая ситуация складывается. Его обвиняют партизанщине, приезжает Троцкий. Троцкий хотел его снять, ничего не получилось. Он хитрит, награждения идут за бои. Чувствует, солдаты его любят. Понимаете? А солдатский бунт, не дай бог, если что-нибудь случится, и
разнесут все к чертовой матери, не дай бог попасть. Троцкий это чувствует, когда выступает. И что он решает? Он берет награды и начинает награждать всех. Выстраивает и награждает одного, второго, третьего, четвертого. До Чапаева доходит, нет наград. Не хватило. Адъютант, ты чего там делаешь? Чапаеву награду не даешь. Потому что солдат сразу отобрать у всех, дать Чапаеву. Потому что все знают, что Чапаев побеждает. Ну что делать? Троцкий чувствует, что здесь так не обойдешься. Вы знаете, он что делает? Он назначает его командир. Чапаев комбриг. Он назначает Чапаева командиром второй несуществующей дивизии, а комбриг первой дивизии. Придает ему один полк и отправляет охранять степную дорогу. Хороший приказ. Де-факто он командир полка стал. Не комбриг, а как командир полка, раз один полк ему придает. А де юре командир второй дивизии, которой не существует. И вот, пожалуйста, с этим полком иди охраняй степную дорогу. А в степи сколько дорог? И вот, понимаете, получается вот такая ситуация. А Чапаев есть и исчез на месяц. Ну, ему дали полк, он с этим полком ушел. Ну, немножко обрадовались, что конфликт разрывается между начальством, между всем, что Чапаева нет, разрывается этот конфликт. Вдруг какая-то часть выходит из окружения. Ну, выходит из окружения эта часть. Помогли ей. Чапаев со второй Николаевской дивизии. С дивизией он ее сформировал. Формировал, воевал, выполнял задачи, которые ему дали, и еще и вторую дивизию создал. Вот представляете себе? Ну что с ним делать? Не победишь его, герой? И решают вопрос. Пришло разнарядка в Академию Генштаба. Ну не думайте, что это та самая академия, которая прям, я не знаю, 5 лет, как сейчас учат и так далее. Это ускоренные курсы красных командиров при Академии Генштаба. Были 4-месячные, 6-месячные и 9-месячные. 4-месячные курсы – это те люди, которые и военное училище окончили, и, я, наверное, очень долго рассказываю, да? Нет, хорошо. Интересно? Интересно. Ну, тогда ладно. Значит, смотрите, значит, 4-месячный – это образование военное, это практика. То есть его политически перековывают при Академии. 6-месячные курсы – это у которого практика большая, но не хватает немного образования. А и 9-месячные курсы, когда ничего нет. Ни образования, ни практики, готовили красных командиров. Чапаев попадает на 6-месячные курсы. То есть практика-то у него большущая, а образования не хватает. С первых дней он буквально сразу в Академии он пишет. Я нуждаюсь в ну там я своими словами немножечко, я нуждаюсь в общеобразовательном цензе. А те дисциплины, которые преподаются в Академии Генштаба, я давно прошел на практике. Отзовите меня. Если меня не отзовете, я лягу в лазарет и буду лежать бесполезен, согласен на любую должность. То есть карьера его не интересовала. Его интересовала служба. Тем более, когда он ушел в Академию Генштаба, уехал, его дивизию раскидали во все стороны. Какого командующего, вот здесь вот сердечко-то, как будет себя чувствовать? Вот представьте себе, такая ситуация у него. А пока бюрократия сейчас полна. Представляете? Он отдает заявление, пишет Линдову, члену Реввоенсовета, что бросится на фронт. А в это время Фрунзе, в это время Колчак, надо было создавать новые части. Фрунзе как раз создает операции блестящие, но кто-то должен выполнять, ударная группа какая-то должна быть. И он считает, что Чапаев – это лучшее, что можно придумать. Но он пока еще не знает, что Чапаев просится из Академии Генштаба. А Чапаев ждал. Через 2 месяца Чапаев выезжает из Академии Генштаба. Потому что пока это письмо дойдет вверх. Потом сверху распоряжение, пока дойдет 6 месяцев и кончится. Вот. Он уезжает из Академии Генштаба. И не куда-нибудь, а к Фрунзе.
Он приезжает к нему, рассказывает всю ситуацию. Фрунзе так обрадовался. Собирает снова Чапаевскую дивизию, всю ее обратно, со всех, куда была разбросана 4-я армия, 1-я армия, значит, Александро-Гайская бригада и так далее, собирает со всех мест и воссоздает 25-ю дивизию. И тут уже операции, все знаменитейшие, Бугульма, Бугуруслан, Белебей, Уфимская операция, снятие блокады с города Уральска. А в Уральске он в 2 дивизии, получается, создавал. 25-й и 22-й. В Уральске после Уфы его направляют на Уральск, даже передохнуть не дают. Потому что Уральск 50-дневная блокада, 22-я дивизия там находится, 2-я его дивизия. Там бойцы как узнали, что Чапаев идет к ним снимать блокаду, дисциплина идеальная. У них даже театр работал. Они от голода умирали, падали без сознания, но идеальная дисциплина, идеально они знали, Чапаев идет, значит, они будут свободны. Чапаев добрался до Уральска, снял блокаду с города Уральска. И вот за эти блестящие операции он был награжден высшей наградой того времени – орденом Красного Знамени. И подходим мы с вами к одной из самых трагических страниц. Это гибель Чапаева, о которой до сих пор очень мало известно. Вернее, известно много, так скажем. Но подлинно. С Уральска его бросили, он на плечах противника проделал путь в 200 километров. Это, считая, Убищенск прошел по реке Кушу, Джамбетинская ставка в 150 километров. Часть-то пехотная. Попробуйте-ка 200 километров фронт держать. Да еще 150 километров за Уральском, Джамбетинская ставка. Это очень сложно было. Чапаев каждый день был, значит, в поездках. О, кстати, мне тоже интересно, хотелось вам рассказать факт. Как-то приезжают журналисты. Ой, вы не знаете, кто такой Чапаев. У него был гараж собственный, он не знал, как менять машины, и все время требовал и требовал. Вы знаете, я взорвалась. И знаете, что идите-ка вы отсюда, подальше. Вот. Действительно было письмо, это на основе этого письма, значит, они и так решили. Было письмо, Чапаев пишет Фрунзе. Он пишет о том, что нельзя ли мне выделить автомобиль, ну там же были автомобили. Если нет возможности автомобиля, то хотя бы мотоциклетку, чтобы я мог разъезжать по фронту. Чапаеву же трудно, я же вам говорила о ранении в ногу. Ему трудно скакать на лошади было. 200 километров проскочите-ка с нормальными ногами, простите, не задним местом не проскачете. А ему надо такой участок фронта держать. И он и спросил Фрунзе, если есть возможность, мне, пожалуйста, автомобиль, если нет, то мотоциклетку. И вот отсюда решили, что Чапаев имел собственный гараж великолепный, у него там мотоциклетки, автомобиль с тещиным местом и все, что угодно хотите. Вот такая вот история интересная. Ну, а здесь лошади, конечно. Здесь 200 километров участок фронта. Каждый день проходит дальше. Впереди Гурьев, Калмыков и Гурьев. Если Чапаев захватит Калмыков и Гурьев, значит, Уральский фронт перестает существовать. Что с Чапаевым надо расправиться. Идет этот настырный, забирает все города. Что с ним делать? И бросает на разгром штаба Чапаевской дивизии. А там создалась такая ситуация. С одной стороны река Урал, Джамбетинская ставка, он еще ее придерживает. А с другой стороны река Кукшум, и там открытая площадь, вплоть до Уральска. Войска не хватает удерживать. 60-80 километров между собой громадные участки фронта. Он пишет донесение в штаб фронта, что необходимо выровнять фронт. Иначе это грозит дивизии. То есть вот эту тыловую часть, где можно зайти к штабу. Но донесение, я еще раз говорю, что это со слов, значит, тех людей, которые там участвовали в этом месте. Документов там особых нет. Значит, нужно выровнять фронт. С этой стороны, значит, доходят донесения. Донесения пропали.
в штабе. Там 50-я дивизия по-прежнему находится около, значит, Уральска. Она должна бы была прикрыть, но ей приказ не поступает, она не знает ничего, что там у Чапаева такая тяжелая ситуация. Эти донесения были найдены, но только после гибели Чапаева. А что, война? Задержались. Ищите, потом свищите, где они. И вот этим положением воспользовались Уральское белоказачество. Это я вам говорю одну версию, родственники говорят другую. Так вот, представьте себе, значит, были брошены отборные части на разгром штаба Чапаевской дивизии, отборные части генерала Толстого и Сладкова. Вернее, они еще пока не генералы, они пока полковники. Генералов они получили за разгром штаба Чапаевской дивизии. Данных разных очень много указывается. Есть до 3000, но это нереально. Это 3 полка в штуку, как кавалерийских. Там просто не пройдешь там. Это нереально. Но около 1500 всадников это было. Они шли только ночами. Днем совершенно бездействие. Заметить их было очень сложно. Сейчас мы можем говорить все, что угодно. Что якобы укреплены были чапаевцы прямо вот так по уши, и это Чапаев виноват в том, что произошло. На самом деле, 2 сентября еще Лбищенск находился у противника. А 5 сентября трагедия. Когда он успел укрепить, извините, это самое, он даже не обращал, честно говоря, внимания на штаб. Штаб где-то в тылу, там народу-то совсем было мало, хозяйственный народ, санитарный, там еще чего-то. Всего около 300 человек набиралось в этом Лбищенске. Но он приезжал туда, наезжал, а основные части впереди, 60-80 километров, тут надо воевать, тут надо было Уральский фронт заканчивать. И поздно вечером никто не знал. Поздно вечером 4 сентября он приехал с объезда своих позиций, уставший. Ну, с ним человек 10 было охраны. Ему доложили, что недалеко от станицы Лбищенска замечены крупные казачьи разъезды. Чапаев вызывает к себе начальника штаба Новикова и спрашивает его, действительно, эти данные есть. Ему говорят, Новиков говорит, что ничего не подтверждает. Летная там команда была, там 4 самолета было. Летная команда, она, значит, доказывает, что ничего особенного нет, никого не было. А они продвигались ночью, прятались, не разрешалось ничего зажигать, ничего, чтобы не видно было и не слышно. И вот представьте, Чапаев, когда приезжает, значит, там все в порядке в этом отношении. Тогда он говорит, выставить на охрану школу младшего комсостава. Он еще, представляете, это безграмотный Чапаев представлял, что нужно обязательно учиться. И он у себя организовал школу младшего комсостава, чтобы учились. Но их было, должно быть 300 человек. Их было всего 150, еще не набрали полностью, она только формировалась, эта школа. Им дается приказ, значит, охранять штаб. Но приказ до них не доходит. Что там случилось по пути? Убили тех, кто должен был донести, или как, порученцев. Суть в том, что до них приказ не дошел. Чапаев, значит, ну раз приказ он отдал, укрепиться там всеми силами, которые есть, ложится спать. И вот в ночь на 5 сентября с 3 сторон, с 4 река Урал, ворвались казачьи войска. Что творилось там, описать невозможно. Свидетели говорили, что под утро, когда рассвело, вдруг увидели, что Чапаев весь израненный, продолжает сражаться. Там несколько человек тоже продолжают. Там убит его новый комиссар, он до этого уехал. Значит, здесь другие. Батурин комиссар его, кстати, зверски убили. Сначала ранили, а потом схватили за ноги, а угол зубы головой, разбили голову ему. Ну, в общем, там страшная карта. Ну, мужчины могут представить, да и женщины, когда носится маленькая станица, по которой по узким улицам носятся 1500 всадников, рубят там неизвестно что ночью, не видать, кого вы там рубите-то, может, друг друга.
Никто не понял. Когда начинаем рассматривать все это, там сплошные трупы. У кого голова оторвана, у кого нога оторвана, у кого полностью никого нет. И впервые увидев эту ситуацию, уже с рассветом, Чапаев отдает приказ отступить. А отступать некуда. Впереди только река Урал. Группа порученцев во главе с Петром Семеновичем Исаевым, георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны. Он не был адъютантом и денщиком, как это показывается в фильме. Он был личный порученец, который выполнял все самые секретные задания Чапаева. Вот он помогает Чапаеву спуститься с крутого берега реки Урал, весь израненный. А дальше легенда. Обычная легенда. Чапаева больше никто никогда не видел. Видели последний раз на берегу реки Урал. До сих пор, знаете, и смех, и грех. Звонит как-то человек один и говорит: сейчас миноискателей много, металлоискателей много, а Чапаев ведь весь израненный был, в нем очень много патронов всевозможных, застряло, пуль. Давайте мы сейчас поедем туда и будем искать труп Чапаева. Вот у меня, извините, и смешно, и грешно, но это же любовь. Это любовь к Чапаеву. Он мечтает найти, захоронить, чтобы это было по-человечески. Но есть и другая легенда, которую очень любила дочь Чапаева, Клавдия Васильевна. Когда написали книгу Фурманова Чапаев, поставили фильм. К Клавдии Васильевне приходит письмо от 4 венгров. Там состав был большой, еще с Первой мировой. Кто-то в плену был, к Чапаевскому попадал. 4 венгра пишут письмо о том, что они захоронили Чапаева на другом берегу реки Урал. То есть они увидели его раненого. Они, его сорвали ворота, превратили их в плот, положили раненого Чапаева на эти ворота, чтобы переправиться через Урал. Переправились, но Чапаев умер по пути, потери крови, я же говорю, весь израненный был. Тогда они решили его захоронить на другом берегу. Они его захоронили. Место пометили, чтобы потом вернуться и, конечно, в могилу, как положено человеку православному, чтобы его захоронить. Но, когда они вернулись, река Урал, она степная. Тот берег пологий и меняет русло. Когда вернулись, на этом месте вода. Русло сменил Урал. Чапаева не нашли. Вот это вот легенда, которую Клавдия Васильевна очень любила, дочь Чапаева, по той причине, что все-таки тело как бы захоронено. Правда, хоть там, скажем, не специальный памятник, ничего, но тело захоронено, предано земле по-человечески. Но есть и другие. Зуйков Тимофей, он был телеграфистом. Он бросился в воду и видел, что рядышком плывет Чапаев весь израненный. Он стал тонуть, потому что он сам тоже был ранен. Стал тонуть и говорит: Чапаев поднырнул под меня, подтолкнул к другому берегу, тот зацепился за ельник. Когда пришел в себя, Чапаева уже не было. То есть Чапаев спасал своего, опять-таки, солдата, даже не подумав о себе. Так погиб. И такая есть версия. И сейчас все больше и больше придумывают. Есть идиотские версии. Я смотрела на Чапаева, на его выколотые глаза голубого цвета. Это ему, в НКВД выкололи глаза. Но если выкололи глаза, где вы увидите голубого цвета, они не черные. Версий много, всяких идиотских, но последний раз видели его на берегу реки Урал. Больше его никто никогда не видел. Но феномен Чапаева заключается даже не в том, не в личном его образе. Феномен Чапаева заключается в том, что народу нужен был такой герой. И он был. Он настоящий. Поэтому, и смотрите, в годы Великой Отечественной, вернее, сначала стояла на Украине дивизия имени Чапаева. Первая начала Великую Отечественную войну, когда первые напали румыны, на румынской границе стояла Чапаевская дивизия. Первая начала воевать. Месяц продержал небольшой участок фронта за границей.
Уже к Одессе, к Севастополю приближаются немцы. Уже, извините, под Минском они. А чапаевцы еще держат целый островок небольшой за границей, выполняя приказ Сталина на чужой земле, чужой кровью. Потом поставим приказ к Одессе, к Севастополю. Чапаевцы к Одессе, к Севастополю. Там, в Севастополе, страшная вещь. Но если вы читали, вы знаете, что там происходило в Севастополе. Чапаевцы там были. Чапаевцы носили, там Приморская армия считалась, они входили в состав Приморской армии, носили тельняшки. Немцы до безумия боялись их. Вы знаете, даже раненых, убитых, которые там валялись, немцы шли и докалывали, боясь, что это чапаевцы. Или морская пехота, вот еще они боялись морскую пехоту. Докалывали людей, которые давно уже убиты, на всякий случай. Чапаевская дивизия там оказалась. Казалось бы, в плен должна попасть. А так нет. Люди ценой своей жизни спасали знамена. Спасли все знамена, печати, все. Там даже, когда искали, потом не могли долго найти, где же были чапаевцы. Все уничтожили, все знамена и все. Почему? Чтобы не досталось противнику. А раз противнику не достается, дивизия жива. Поэтому ее восстановили. И другое название. 25-я, гвардейская, мотострелковая, краснознаменная, Синельниковско-Будапештская, Суворова и Богдана Хмельницкого, дивизия имени Чапаева. Ее восстановили. Но все погибли в Севастополе. Ну, попали в плен, конечно, очень многие нашли. Все знамена не нашли, ни печати, ничего нет печати. Ничего не нашли. Да. Так, ну, правильно, ничего не нашли, значит, не было. А раз не было, значит, жива. Значит, она где-то там находится. А вдруг сейчас дивизия на Дальнем Востоке какая-то? На Дальнем Востоке это 22-я дивизия, которая там стояла когда-то. Сейчас она отдельная бригада морской пехоты. Она готовила в годы Великой Отечественной войны кадры для войны с немцами. А затем воевала там с Японией. Там так и осталось. Там. Вот я говорю, отдельная бригада морской пехоты. Они сейчас пишут письма, просят, чтобы вернули имя Чапаева. В документах, в формулярах у них стоит, кто создатель? Чапаев. Но еще Захаров, Сергей Промович. Вот. Ну, можно рассказывать еще очень много, я уж тут это вкратце так. Но интересно, вот такая судьба. 65-го года взяли шефство над этой дивизией. 65-го года взяли шефство над этой дивизией, наши ребята, и служили там. До конца. У нас есть ребята первого призыва, ну им уже по 70 с лишним лет. И есть ребята последнего призыва, 91 год, когда распалась наша страна, и им предлагали нашим чапаевцам перейти на украинскую армию. Так они сказали: нет, дорогие, мы Россия. И вернулись все сюда. Это наши ребята. Мы шутим иногда, но ребят, конечно, уже в возрасте, мы шутим иногда, что у нас есть свой запасной чапаевский полк. Они собираются всегда в день рождения Чапаева и в день памяти Василия Ивановича Чапаева. Слушаю. Извините, можно? Про гражданскую войну, про Крепкова и прочее, это слушаю. Я родом из Сибири, Сибирский район. Это 23 года прошло, я там, где это купца Ефремова, бульвар. Ну, Сейчас понятно. подумал, и по еврейски написано, еврейская гражданская война была. Они станции еврейские хотели, это белые, захватить. Несколько раз пытались, но им не дали. Добавить. Хорошо. Я не против. Я не против, то, что вы добавили, это прекрасно. Я думал, что на территории не было. И вот это Нет, тюрьма была с чехами, чехов не допускали. 16 человек красноармейцев погибли, чтобы на территорию Чувашии не попали. Комиссар Крепков. Они около Батырева они. Дальше Батыру не прошли. Они хотели на Ибрисе, но дальше Батыру не прошли. Там комиссар Крепков. Крепков, да, наш земляк. Я сам батыровский, поэтому знаю хорошо. Станции еврейские очень Хотели взять Ибрисе, да. Уже я вас столько задержала. Может, есть какие-то вопросы?
Сама фамилия Об Чапаева. Чапаеве рассказывать очень много можно. Вот дети Чапаева снимаются. Ну, дети Александр Васильевич Чапаев, генерал-майор, кавалер 3 орденов Красного Знамени, участник Великой Отечественной войны, помогал нам создавать этот музей. Перерезал красную ленточку 9 мая 1974 года, когда у нас открылся этот музей. Это Александр Васильевич Чапаев. Часто приезжал к нам сюда в гости. Дочь Чапаева, Клавдия Васильевна Чапаева, всю свою жизнь занималась изучением биографии отца. Собрала такие документы потрясающие, полностью, которые вошли вот в книгу «Мой неизвестный Чапаев», потому что, когда она умерла, она оставила документы своей правнучки Евгении Артуровне Чапаевой. И та написала на основании этого художественно-публицистическую книгу, где есть и художественные решения, там, легенды, такие-то сякие, но и очень много подлинных документов, которые она оставила Клавдия Васильевна Чапаева. Притом памятник ей стоит хороший, я хочу сказать, и в нашей памяти тоже. Потому что, создавая эти книги, когда она писала и документы эти, Клавдия Васильевна Чапаева, Клавдия Васильевна, я ее видела с ней, сколько раз общалась, она пошла, когда в архивы, тогда закрыты были архивы очень многие, и многих документов нельзя было найти. Так а вот она рассказывала чисто по-женски, юбочку подниму, здесь все запишу, документ, который надо, ну, не разрешает выносить. Запишу, говорит, выйду в туалете на бумажке запишу, спрячу свои бумажечки. Вот я, говорит, все документы таким образом перетаскала, те, которые были нужны, для того, чтобы подлинные документы были из жизни Василия Ивановича Чапаева. Ну, закрытый фонд как-то надо было делать. Так что много документов действительно подлинных есть. И Аркадий. Аркадий, ему было 25 лет, продолжения в его жизни нет, он погиб, был летчиком-наблюдателем, погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом у Евгения Павловны всяких версий есть. Он друг Чкалова. Ну, вы знаете, сейчас версии и Чкалова есть, да, что его там, что он не случайно разбился. Ну, точно такая же версия есть и по Аркадию. Так, что еще хотели бы знать? Да, вот у меня вопрос насчет подобных версий. К сожалению, не слишком активно распространяете. Так вот. Вот хотя бы взять того же Чапаева, есть книга, извините, я не могу его назвать, «Мерзавцы и паразиты Пелевина», под названием «Чапаев и пустота», да. Вы знаете, о чем идет речь. Читали. Вот ваше отношение к этой книге. Книга, да, даже поставили по ней этот самый спектакль. Это и тому подобное. Это не только меня беспокоит, это вообще общественность волнует. Даже клянутся, как ПРФ будет через месяц по вопросам противодействия антисемитизму и русофобии. Вот, пожалуйста, что надо делать? Вы знаете что? Ну вот что делать? Я всю жизнь работаю, да? Я просто работаю. Я просто рассказываю людям. Вот я что делаю. Вот и все. Вот это я вам хочу сказать. А еще хочу сказать, что Чапаев пустота, как бы он ни писал, Пелевин вообще очень спорный писать. Он очень спорный. Мерзавец, вот там это, ничего особенного, кстати, нет. Он Чапаева как раз там не мажет, ничего, его почитайте внимательно. Он как раз о нем отзывается очень-очень даже прилично. Для него. Так что Чапаев «Пустота» — это книга спорная. Но то, что он пишет несколько уровней, психические состояния ненормальные, ну это да. В любом случае, это антиисторическая книга, разве нет? Ну правильно. И она далеко не одна Он такая. же о психах пишет. Один уровень, другой. О психах пишет. Да. Добавление хочется сделать. Посчитаю необходимым это. Мы все, наверное, знаем. Во время войны перед маленькой задели. Вспомнили. Я хочу добавить вот что. Во время войны воевало 3 дивизии, связанные с Чапаевым. Вы согласны с этим? Насчет 3, 2, а остальные были бригады. Вот даже в Италии была. Я это в мемуарах читал, в военных мемуарах. 3 не видела. Вот. Я их читал все. Вот. Первый, ну, я называю первый, как вы сказали, 25-я гвардейская. Да. Наверное, после Севастополя сформирована. Она участвовала в первой наступательной операции после Сталинграда.
называется операция Острогожская, Воронежская Острогожская операция. Это Чапаев организовал, воевал там, Александр Васильевич Чапаев, сын. Там в этой операции, операция была народом. Наверное, больше таких операций не было. Не, наверное, так. В общем, немцы сколько количество и нас. И всегда блестяще справились. Александр В этой операции 25-я дивизия была основной, которая проводила эту основную дивизию, основную русскую брала на себя. Вот. Вторая просто безгвардейская, 25-я гвардейская называется. Вы с этим согласны? Ну, знаете, я что хочу сказать? Названия разные. Я же вам не назвала первое название дивизии. Третья, значит, Чапаевская дивизия имени Чапаева называют. Имени Чапаева. Но они все Я сейчас зайду, мемуары в книжке есть. Вот. Это, наверное, вот 22-я. Но они ее, понимаете, названия официального нет. Вот. Официального названия ее нет. Они все время... Чапаев ее сформировал, поэтому они себя называют Чапаевской. Я ее сама разыскивала, писала по месту ее дислокации, эту дивизию. Она до сих пор не носит название. Вот. А в то время, да, 22-я была, и они сами себя называли Чапаевцами. Мы просто спорить не будем на дискуссию? Нет, но это документы. Мемуары, это упоминается не я придумал, упоминается... Мемуары – это мемуары. Ну, А первая дивизия, я вам сказала, под Севастополем, раз ее не стало, там была гвардейская, вернее, простите, гвардейской не было, там была краснознаменная, значит, ордена Ленина, дивизия имени Чапаева. Это до Великой Отечественной войны. вот это надо. Вот, она под Севастополем как раз ее не стала. А я не знаю, имени Чапаева. Вот, эта дивизия, это после гибели Чапаева, она получила за Уфу красные знамена, когда вот против Колчака. Все 9 полков и как дивизион Сурова были награждены красными знаменами. И было прибавлено Чапаевская, вернее, не Чапаевская, значит, 25-я, пехотная, краснознаменная дивизия имени Чапаева. Потом поставили ее на Украине, Белая Церковь. На Украине Чапаевская дивизия встала, вот это вот, которая Чапаев, откуда Чапаев погиб, где в ней, в этой дивизии. Так вот, я хочу сказать, там они спасали украинский народ, потоп был страшный, наводнение. И Чапаевская дивизия там участвовала, спасала людей. И ей вручили орден Ленина. И вот эта дивизия потом была под Севастополем, первая приняла на себя удар гитлеровской Германии там, и так далее, и так далее. Но вот эти как раз знамена, и все было уничтожено, эта дивизия. Затем появилась другая дивизия. Чапаевская дивизия, как они ее называли, 22-я, стояла, она так и стояла возле сначала Харбина, она же Харбинская, Краснодарская Харбинская. Вот, она стояла там, впоследствии, значит, и сейчас она есть. И называют они ее, приезжают ребята и говорят, мы в Чапаевской дивизии служили. Я говорю, в какой? Вот. А потом появилась вот другая дивизия, Подмосковье. Это в связи с тем, что той дивизии не стало. Раз ее не стало под Севастополем, то решили восстановить. Но она имя Чапаева получила чуть позже. Просто вся история, как история идет, она получила ее в 1944 году. Имя Чапаева. Да. Она была там гвардейская, под Ленинградом получила, значит, гвардейская, мотострелковая, краснознаменная, Синельниковско-Будапештская, вот я вам называла, да, Синельниковско-Будапештская, орденов Суворова, Богдана Хмельницкого, дивизия Чапаева. А то, что чапаевских соединений было море, это я вам точно скажу. Это партизанских отрядов, которые были военизированы, то есть из настоящих воинов. Эти партизанские отряды были в Белоруссии несколько, на Украине подполье было, в Италии целый батальон был имени Чапаева. Ну, в Испании чуть пораньше, в Испании был, и во многих других, Югославия, Болгария. Там даже псевдонимы брали, командиры полков брали псевдонимы Чапаев, партизанских полков. Это очень много было людей. То есть это играло такую большую роль. Это тоже специальное исследование, и можно очень много интересного.
Так что мы с вами не разошлись, мы на то, что к чему надо, тому пришли. Так что вы хотели еще и слушать. Вот у меня вопрос. Каких вы знаете чапаевцев? Вот Людмила Павличенко, Ковпак, еще каких чапаевцев вы знаете? Памфилов. Тоже Памфилов? Конечно, Памфилов Иван Васильевич, один из первых. Хлебников Николай Михайлович, генерал-полковник, герой Советского Союза, командир артиллерии. Да, конечно. Так, ну кого сейчас вот навскидку сразу? Слепнев, это когда-то участник перелета через Северный полюс в Америку. Беляков, тоже перелеты через Северный полюс в Америку, Чкалов. Нет, Тюлень. Слепнев, кажется, еще Чуюк с этим спасал. Щипачев, знаменитый поэт, Да? знаете, такого тоже там. Нина Нилова, ну сейчас вспоминать много их. Петров, значит, Иван Семенович, по-моему, Петров, знаменитый командир Приморской армии, в состав которого входил генерал армии, да. Ну, генерала, а вот Пивоваров? Ну, Пивоваров, это вы мне принесли. Вы мне принесли эту вещь. Тоже Чапаевец, да, конечно. Их много, если сейчас всех. Я просто вам перечисляю тех, которые более-менее на слух всех людей. С русского рубежа строят русский рубеж. Ну, это для нас, да, это интересно. Так, еще есть вопросы? Я вас и так, наверное, так долго задержала. Спасибо. Понравилось вам? Теперь знаете о Чапаеве? Будете гордиться. Вот делайте так, как я делаю. Я рассказываю. Я больше ничего не делаю. Я просто всем людям рассказываю, что на самом деле. Хотят гордятся, хотят нет. Но это их дело, на их совесть. А вот вы сказали Мартвин, 5 орденов. Как фамилия его? Путяков Иван Семенович. А, Путяков, вы продолжаете? Ну, конечно. Продолжайте, я просто не услышал. Путяков вообще человек, последняя дата смерти его 37-й, 42-й год точно не установлена. Но мне легенду одну рассказали. Это легенда. Это не записывайте. Легенду такую рассказали. Когда его решили арестовать, Путякова Ивана Семеновича, он был в это время заместитель командующего Приволжским округом, военным округом. Его должны были арестовать. Это мне один генерал рассказал. Не знаю, правда, не знаю, нет. И он узнал, что его должны арестовать. Но его побоялись, он чапаевец, его безумно уважали, и побоялись его арестовать в частях. Потому что там не знаю, что может произойти. И вызвали его в Москву. Он, якобы его вызывают к Сталину. Он поехал в Москву и видит, стоит конвой. Он понял, догадался. Тогда он выхватил пистолет и сказал: если не принесете приказ Сталина за его подписью, всех расстреляю и сам застрелюсь. Чтобы был приказ. Так бегали, принесли якобы ему приказ. И только после этого он сдался. Настоящий чапаевец. Но это легенда. Извините, я за нее, за реальность ее не отвечаю. Его изрубили же. Его изрубили, когда он же служил заместителем командира. Где он служил? В Уральском Самаре, Уральский округ. О, Самаре. То есть Приволжский округ. И он сражался, его изрубили. Я нет, читал. Нет. Его изрубили. Нет. Когда его изрубили? Ну, когда и пришли к нему. Вот. Нет, это в Москву его вызывали. Это очередная легенда. Москву как в Москву. Это можно, знаете, вспомнить и Тухачевского, как тоже одна легенда. Мы сейчас говорим, Тухачевского расстреляли, а мне рассказал тоже один генерал. Он говорит, его не расстреляли. Его, говорит, вызвали на допрос. Значит, получилась такая история. Командир, ну, видимо, опер, который его допрашивал, НКВДшник, он, значит, пожалел Тухачевского. Взял и вышел на некоторое время. Тот разбил стекло, да, и сделал себе харакири. Не убежал. Потому что, ну, куда уходить, как? Ну, чтоб не расстреляли, это же позор командиру, когда расстреливали. Он сделал себе харакири. Таким образом, сообщили, что его расстреляли. Но это тоже легенда. Таких легенд много. Если начинаешь изучать, большое количество. Ну, давайте. Всего вам доброго. Всего хорошего. Приходите к нам в музей.